Башенный комплекс Гарке – один из значимых объектов культурного наследия Ингушетии. Сегодня здесь на высоте более 1500 метров проходит инспекционный выезд представителей фонда «Сафмар». Цель – мониторинг хода реставрационных работ, которые ведутся в рамках масштабной программы по сохранению исторического наследия республики, финансируемой президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Полностью деревянный, болхождят, каменные дорожки стоят. Одним словом, единственный сланец сейчас пару дней положим и все. На парапеты вы, да? На парапет, да. А кровлю уже все закрыли, да? Кровли закрыли, сейчас можем посмотреть, полностью проверить все. Представитель группы «Сафмар» Микаил Тумгоев в сопровождении реставратора инспектирует объекты комплекса, проверяет качество кладки, материалов и соответствие работ утвержденной проектной документации. Что ты думаешь, как сделать? Прокопать ее или просто здесь ступеньки сделать? Я думаю, что надо вот здесь вот взять и откопать вот этот угол, да, то есть, соответственно, под этим грунтом мы можем увидеть остатки лестницы. Или, ну, мы не откопали окончательно. Ну, вот, или, соответственно, да, это история будущего, а сейчас в башню нам нужно брать и попадать. Так вот, если исторической лестницы нету, давайте сделаем, как мы обсуждали, бы ступеньки, чтобы спуститься в башню. Для этого тебе сейчас нужно, чтобы прокопали, да, посмотреть? Ну, вот эти 1,5 метра, метр вдоль вот Мне этого кажется, по что простенку. он туда заходил, в ту комнату. Он сюда не мог заходить, мы же тогда тоже обсуждали. Если выходить оттуда, там проем вот такой остается, где в эту часть выходят. Но лестницы, если они сюда не выходили, то я хотел бы их туда вытащить. Да, как бы можно в ту сторону сделать. И мы говорили тогда за дверью, да, мы снимаем вот эту позднюю стенку, она как бы поздняя прикладка, Да. и ищем лестницу там. Давайте там сделаем лестницу. По итогам выезда нарушений не выявлено. Подрядчик строго следует проекту. Применяются только аутентичные материалы, добытые в горной части Ингушетии. Камень и древесина соответствуют историческим размерам и проходят специальную обработку для долговечности. Ключевой принцип работ – сохранение первоначальной технологии кладки, где прочность конструкции обеспечивается не раствором, а точной подгонкой камней. Отклонений нет, все соответствует, что камень, что вы видели бревна, да, соответствует размерам. Бревна обрабатывают, что в дальнейшем караед их не съел. Камни, кладка правильная, применяет все материалы, которые именно находятся в горной части Республики Ингушетия. То есть отклонений нет, нарушений мы здесь не увидели. Но если бы не соблюдалась историческая точность, то здесь бы сейчас болгарки, не болгарки, перфораторы, да, такие бы работы шли с таким инструментом. Поэтому, чтобы максимально соблюсти, максимально, чтобы камень, который кладется на камень, его обрабатывать до точности обрабатывать. Сами башни не за счет раствора держатся, за счет того, что очень правильная кладка камня. То есть применяется мудрость наших отцов. Совершенно верно, да, те же технологии, которые были. Важнейшим условием аутентичности реставрации является использование правильного камня. Для этих целей применяется камень из карьера Фуртовские-2, расположенного в Джейрасском районе. Его открытие, состоявшееся в текущем году, стало стратегическим шагом в реализации масштабной программы по восстановлению историко-культурного наследия Ингушетии. Создание собственной сырьевой базы не только гарантирует полное соответствие материалов историческим аналогам по составу и фактуре, но и решает логистические задачи, значительно удешевляя и ускоряя процесс. Более того, запуск карьеры – это еще и мощный импульс для экономического развития региона, создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры и налоговые отчисления в местный бюджет. Таким образом, инициатива президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева имеет комплексный эффект, работая одновременно на сохранение истории и на социально-экономическое будущее республики. Реставрация на комплексе Гарке стартовала в начале лета текущего года. Подрядчик уже завершил работы по 4 жилым башням и 3 склепам. В активной фазе восстановления еще одной жилой и труднодоступной полубоевой башни. Сдача объекта запланирована на конец этого года. Финансирование всего процесса осуществляется за счет средств фонда Возрождения, созданного специально для родной республики предпринимателем и меценатом Микаилом Гуцериевым, что подчеркивает системный, а не точечный подход к вопросу сохранения наследия. Комплекс обширный, достаточно известный, находится в таком очень в живописном расположении месте. Вот. Но
Он предположительно строился в два этапа. Вот мы стоим на той площадке, как бы, которая состоит только из жилых полубоевых башен и склепов. А вторая часть, отделенная ручьем и более неприступная, это вот как раз, я думаю, была какая-то защитно-оборонительная вторая часть комплекса, где стоят боевые и полубоевые башни, жилые в том числе. Вот, и поэтому в том числе там и медресе было, вот, остатки которого, к счастью, сохранились. Поэтому рано или поздно, могу предположить, речь о реставрации будет идти и о второй части комплекса в большем объеме, потому что она не менее уникальна, чем вот эта часть, на которой мы стоим. Параллельно с реставрацией ведется большая научно-исследовательская работа. Специалисты обследовали весь комплекс и прилегающие территории с помощью дронов и 3D-сканирования. Были зафиксированы и внесены в единую электронную базу ранее неучтенные объекты – склепы, стелы, основания древних построек. Эта база данных создается при поддержке фондов Сафмар и Возрождения и является фундаментом для будущей постановки вновь выявленных памятников на государственную охрану. Здесь обнаружены ранее неучтенные склепы, стелы, основания жилых башен. Поэтому все это уже отражено, все это внесено в единую электронную базу, которая создается благодаря благотворительному фонду Сафмар, фонду в том числе и Возрождения. Поэтому все внесено в базу, комплекс изучен, он имеет вот в той стороне, вот там вдалеке, вон их видно, стоят склепы, за ними старое кладбище, поэтому все стелы, включая удаленные, все основания башен мы прошли, сняли с дронов, отсканировали, отфотографировали, описали и занесли в базу. Значение этой работы трудно переоценить для местных жителей, чьи роды исторически связаны с башенными комплексами. Они видят в этом не просто реставрацию, а восстановление исторической справедливости и сохранение культурного кода нации. Я баррик был. Башенный комплекс 20 в Республике Молдова Хамаж. Халк дели шалага гуцри Микиал Бахандолш Хаваш Дедолш Хамаж Дериш. Тона Тхетайпан Молбошнаха Баркал Аллоценчах. Ягала Жуатич Ламч Бог Бяусу Алха. Улам Малба Джераскере они Малвахш Сага. Харец Хачукуш. Теножди кирпичка Уатирцы Гуцри Микиалас. Цемент Уатирцуцан. Оз гази лерцу тяштах карцу. Оз малвош сагатир налог аяка, налог улук лилдерцу. Ханчуан могу етха комплекс. Туаеж реставриридеж хакячейтеж лахт. Асан сакамял да хаза игар гарки Микиал я агар бизнес-центр хакмыш он замыш Яр Осман Вишгуру Далако Темирлан Дикнах бы любой хаман отзывчивый бы голокац бы хамц ан хади гертиш бы цанах шекуят Тона жа Микиала Баркал ал мыштло ялче Республики Молдова кашмыш ши дохл шарт санат андя твадя кешдя картежя масдахам дя аут дятсу Дал ясмали лыльцен, валай дер, мак азвехеш центя дуаш деш махантто. Хана сидолш сагуаз, дал шик агет ми, меттик елил сана. هذه غالة دي هنا كسكس دوختوز لومشك كسكس أوز قرقي دي هن نيس لطول حد يحكي حاجة سوقتول متك يولش أخا حبيش بيلخا دي هنا توز عمي وقت دي رازد حبيش بيلخا Сегодня надо их восстанавливать, и они восстанавливают и восстанавливать в первоначальном состоянии. Новшество здесь никого не применяется, технологии новые не применяются, применяется опыт, знания. Всего это исходит от Гуцеры Микаила. И мы должны это понимать, и его доброжелательность, и его, все его средства, где он вложены сюда для повышения
Ингушетии, статус Ингушетии всему миру. Это очень глубокий для Ингушетии значимый. Не только для горкой, вот это горк, а по всему миру. Это все исходит от Гуцериева Микаила. И, соответственно, как Махмуд сказал, благодарим его за его позицию, за его отношение к нашей Ингушетии. Таким образом, реставрация башенного комплекса Гархи – это комплексный проект, сочетающий в себе современные технологии, историческую достоверность и строгий контроль. Реализация таких проектов становится возможной благодаря целенаправленной финансовой и организационной поддержке со стороны президента группы Сафмар Микаила Гуцериева и возглавляемых им благотворительных фондов, которые вносят системный вклад в сохранение уникального историко-культурного наследия Ингушетии. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.